Космос, будущее, астронавт, Якутия, Владимир Николаев, надежда республики, пример для детей, пример для народа, пример для тебя. Наш человек должен быть в космосе, все земляки верят в тебя и ждут своего человека на орбите. 7 марта в 21:00 по московскому времени комиссия выберет из 2 достойных кандидатов самого достойного. Мы верим в тебя, Володя. Ну, надеюсь, что наши его выберут, да? Так, а теперь к самому важному. Почему я вас собрал-то на час пораньше? Девушек поздравлять будем с 8 марта. Завтра выходной, поэтому сегодня. Хорошо? Ага. Кто будет платить? Ну, у меня настроение сегодня хорошее, поэтому контора платит. Так, я сейчас в банк, туда-сюда по делам, а вы пока в магазин езжайте, выберите подарки. Потом я приеду, за все оплачу. Вы, наверное, гадаете, почему я такой щедрый? Все-таки 8 марта, Международный женский день. Тем более этот год начался очень хорошо. Сейчас вот еду в банк закрывать кредит, так что с деньгами проблем не будет. Хотя денег много не бывает. Может, опять их лишить премии. А девушек трогать не будем, все-таки ихний праздник. Хотя, не знаю, ну посмотрим. Я думаю, что к чему это вообще было? Я так тогда и не поняла на самом деле. Ой, а тут записка стоит. Что там? Надя, Айди, скоро будем. Уехали за подарками и продуктами. Ждите сюрприза. О, они хотят нас поздравить. Тут вторая записка. По скрипту. Работу никто не отменял. Герасим Николаевич. Какая вторая записка? Я ничего не видела. Окей. Интересно, что же они нам подарят? Ну, слушай, у парней вкус так себе. Ну, Надя, они же хотят нас поздравить. Интересно, что же они купят нам? Осталось времени до выяснения окончательного состава космонавтов корабля «Азия-13». У нас 100% шансы, что выберут именно нашего космонавта. До меня дошла информация, что у кандидата из Казахстана проблемы с давлением, так что я уверен, что мы завтра услышим имя Владимира Николаева. Спасибо, Сергей. Напоминаю радиослушателям, это было мнение ведущего эксперта, академика народной медицины. Помните Алену? Она еще оставила мне свой номер телефона для того, чтобы я ей позвонил. Но я этого не сделал. Почему? Потому что женщина оценивает мужчин по финансовому состоянию. В то время у меня были временные проблемы с деньгами. Но сейчас все изменится. Я сейчас зайду в банк, погашу кредит и снова стану финансово привлекательным. Алло, здравствуйте. Это Герасим Николаевич звонит. Будущий мэр города. Помните меня? А, не помните? А простите, как вас зовут? Люба? А, извините, я номером ошибся. Блин, не ту цифру нажал. Алло? Алена, здравствуйте. Это Герасим Николаевич звонит. А, узнали. Я тоже очень рад вас слышать. Что? Не можете говорить? А, за рулем. Перезвоните? Ага, я буду очень ждать вашего звонка. Давай.
Алло, Герасим Николаевич, вы когда будете? Что? Ну? Сбросил, сказал, что ждет очень важного звонка от кого-то. Зачем ты так, Надя? А? Может, он ждет звонка насчет наших подарков? Может быть. Хотя навряд ли. А я верю Герасиму Николаевичу. Он выручал меня много раз и не подведет. Скучно. Чем же заняться, а? А может, отчетом? Это... А ты знаешь, что у тебя есть тайный поклонник? Что? Кто? Тускул! Тускул, куда он делся? Только что был здесь. Лёха! Весьма достойный продукт. Лёха, ты не видел Тускула? Нет, не видел. Но всегда нужно предполагать худший вариант. Я думаю, что Герасим Николаевич по ошибке отправил ему все свои деньги. И от такой большой суммы в СМС-оповещении ему сорвало крышу. И он решил нас скинуть. Сейчас он, скорее всего, движется в сторону аэропорта, уже заказав билеты в Китай. В Китае на эти деньги он откроет свой бизнес. И через 10 лет он вернется в Якутию, чтобы захватить алмазный бизнес в Якутии. И потом он пойдет в политику. Подарок вот Айки выбираю. Хочу что-то особенное выбрать. И, наконец, сделать первый шаг. Ну, в конце концов, я мужик или... Не мужик? А? Мужик ты или не мужик? Такое событие не каждый день происходит. И не греешь на него поспорить. Это мой сослуживец казах звонит из Алматы. Мы с ним всю армию спорили на всякую ерунду. Заведется танк, не заведется. Узнает старшина об украденной картошке или не узнает. Но не в суть. И даже после армии мы не забросили эту традицию. Но я давно с ним не общался. После того, как он переехал из Москвы в Алмату и все-таки выиграл спор, что он все-таки вернется в Казахстан. Извини, Турсунбек, но я сейчас не занимаюсь ставками. Времени не хватает. Ну конечно. Признаю, у тебя денег не хватает, чтобы с большими дядьками играть. Да и повод какой. Мой космонавт против твоего космонавта. Или ты в своем земляке сомневаешься? Нет, конечно. Просто ставить деньги на то, что полетит твой земляк в космос или нет, ниже моего достоинства. А твоего достоинства хватит, чтобы сделать ставку в 1 миллион. Мне тут по второй линии звонок пришел. Президент звонит. Так что давай, Турсунбек. Алена, здравствуйте. Да, я просто хотел вас поздравить с 8 марта. Что вы делаете сегодня вечером? Хотел пригласить вас в ресторан после работы. Не можете. Понятно. Прямо сейчас? Конечно, могу. Сейчас подъеду. Буду через... 3 часа. Я жду целых 3 часа. И не просто 3 часа, а 3 часа с Айтой. Ну, грозил уже меня ляпнуть про тайного поклонника. Ну скажи, кто это? Ну кто? Я его знаю, это наш общий знакомый. А он брюнет? И так 3 часа. А может он студент? А у него есть какие-то... Блин, а размер ног? Ты его знаешь? Нет? Ну скажи, кто это? Скажи, кто это? А сколько ему лет? Так, Айта, стоп. Давай займемся отчетом. Нет, ну я так не могу. Я пока не узнаю, кто мой поклонник, я не смогу нормально работать. Ты же знаешь. Так что скажи. Послушай. Если я тебе скажу, то вся романтика умрет. Так что даже в этой неизвестности есть и своя польза в отношениях. Ну ладно. Может, ты и права. И что? Да, может, отчетом займемся? Нет. Лучше... Вернуться назад. Где этот Тускул? И после конфликта с Кремлем уже миллионер Тускул пойдет против Кремля и начнет революционную кампанию, в которой он будет лидером. Леха, Тускул не вернулся? Нет, и он вряд ли вернется. Ёлки-иголки, ты где был, Тускул? Я этот подарок искал? Ну и как, что-нибудь выбрал? Не, пока что нет. Ну пипец. Ребята, Герасим Николаевич скоро подъедет, а мы за это время ничего не выбрали. Итак, предлагаю, больше не расходимся, особо не заморачиваемся и покупаем подарки. Хорошо? Хорошо. Я, кстати, уже на месте. Выходите, Алена. Здравствуйте, Герасим. Здравствуйте, Алена.
вас машина. Я положу свои вещи Да, конечно. назад. можете. Не ожидала, что вы позвоните мне спустя почти 3 месяца. Ну, я набирался храбрости. Вот, позвонил. А почему вы не ответили? Да это не важно. Опять с Кремля звонили. Совет мой им нужен. Но сейчас-то я занят более важными делами с вами. Поставлю на беззвучный. Ну что вы? Поехали. Окей. Ой, прошу прощения. Я быстро отвечу. Да, привет, Сережа. Что такое? Что? Я не поняла. Опять, что ли? О, капец. И когда? Хорошо, хорошо, давай только быстрее. Вера, извини. Ну, мне очень неудобно, но мне правда, очень срочно нужно ехать. Почему? А что случилось? Да, брат звонил. Отца выселяют из дома. Я не понял, за что? Да отец сам виноват, я ему говорила не вступать в эту пирамиду. А он взял и заложил дом, в котором мы выросли, никому ничего не сказав. В общем, теперь коллекторы грозятся отобрать дом. И теперь придется влезать в долги из-за него. А я могу тебе чем-то помочь? Да вы что, конечно же нет, Герасим, это наши семейные дела. В общем, я сейчас пойду встречусь с братом. До свидания. Извините, что так получилось. Да ничего страшного. Я тебе позвоню. Хорошо. Ну знаете, как же вам сказать? Я это делаю ради благой цели. Думаю, выигранной суммы хватит на то, чтобы помочь Алене. Да и мне кажется, судьба сама дала возможность помочь хорошему человеку. Почему-то я уверен, что полетит именно Владимир Николаев. Я это знаю. Хорошо, Турсунбек. Через 2 часа мы как раз узнаем, кто победил. Проигравший сразу высылает деньги. Окей? Договорились. Удачи. Мне удача не нужна. Я сам вершу свою удачу. Да давай. Ладно, поеду в банк, чтобы сразу снять деньги и чем можно быстрее помочь Алене. Думаю, она будет приятно удивлена. Я не удивлена. Я же тебе говорила, это не будет у нас никакого праздника. Нет, они едут с классными, с тяжелыми подарками, а время тянут, потому что хотят удивить нас. Нет, точно нет. Время, кстати, уже 5:30. Не знаю, как ты, я пошла. Надя, нет, ты испортишь парням праздничное настроение. Айда, праздник у нас, и настроения уже нету. Я больше не поверю ни одному слову Герасима Николаевича. Чего я тебе желаю? Пока. Пока. Пока мы рассчитаемся сами, а потом Герасим Николаевич нам все вернет. Может быть, так сделаем? Как думаете? У вас вообще есть деньги? А мне пришлось потратить все деньги на подарок Айте. И поэтому у меня ничего не осталось. У меня нету. Алексей? Ни рубля. Понимаете, я потратил все деньги на подарок для девушки, за которой я ухаживаю. Ну, их 3. Ладно, 5. Плюс 1 бывшая, 2 бывшие. Ё-моё, до закрытия магазина осталось всего лишь полчаса. И Герасим Николаевич трубку не берет. Ладно, я, конечно, не крыса, но и не капитан. Но с этим судном идти ко дну я не собираюсь, я сваливаю. Ну, а как же девушки? А что? Они давно уже ушли. Откуда ты знаешь-то? Ну как же? Вот, слушай, Надя как бы мягко намекает нам этим голосовым сообщением. Вот вы козлы, мы вас столько времени прождали, а вы, мы вообще верить не будем. Ну, а дальше и так понятно. Так что ладно,
И я свариваем. Пока, Дима. А ты идешь? Нет, я постою. Ну ладно, я тогда тоже пойду. Тебя еще не забрали. Здравствуйте. С вас 70 тысяч. Оплата наличная или карта? Что? Наличными. Можно кофе мне, пожалуйста? Нет? Мне букигита. Я прямо эфир. Итак, дорогие друзья, это телеканал «Якутские сплетни», и мы через несколько мгновений узнаем имя космонавта, который полетит в космос на корабле в составе Азия-13. Так, погодите. Наш корреспондент на месте событий, и он передает мне слова, то, что председатель комиссии достает конверт с итогами совещания. Так. Он открывает конверт, и комиссия остановила свой выбор на... Это было предсказуемо, что полетит казах. Я же говорил, что выберут именно его. Кровяное давление якутского претендента не позволяло бы ему стать космонавтом. Но вы же говорили, что проблемы со здоровьем у кандидата из Казахстана. Я так говорил? Да, я точно это помню. Ну, значит, я перепутал. Спасибо, Сергей. Напоминаю радиослушателям, это было мнение ведущего эксперта-академика народной медицины.